ходят поэты по звездной тропинке, пролив до конца боль свою и тепло. Слезами растают однажды снежинки, когда мелькнет ангела в небе крыло. И сколько нам весен иль осеней стылых отмерено будет, не знают пророки. Жизнь не вернуть, нет, увы, такой силы, но останутся строки, вечные строки. Дорогие друзья, приветствуем вас на ежегодных билановских чтениях, которые стали уже традиционными в онлайн-формате. Такая форма освещения жизни и творчества заслуженного педагога, писателя-краеведа, поэта Ивана Михайловича Билана не случайна. Он оставил свой след в сердцах и душах своих родных, близких, друзей, учителей и учеников, выпускников Качарской школы, которые разъехались в разные города и страны. И онлайн-формат позволяет нам пригласить всех, кто работал с Иваном Михайловичем, кого он учил, кто его любил и знал, к участию в нашем мероприятии. Мы надеемся на информационный обмен с вами, дорогие друзья. Оставляйте свои отзывы, делитесь мнением, впечатлениями, воспоминаниями в комментариях. Для нас это очень важно. Все книги Ивана Михайловича Билана, а напомню вам, что их 13, это отражение его души. Они искренние, они удивительно правдивые, наполненные любовью и написанные по зову сердца. Начиная с этого года, говоря о творчестве Ивана Михайловича Билана, наша библиотека будет представлять на билановских чтениях книги-юбиляры, которым с момента выхода исполнилось ни много и ни мало 20 лет. И первая в череде юбилейных книг – книга «По зову сердца», которая издана в 2005 году, и выходу которой была посвящена первая подготовленная нашей библиотекой презентация. Надо сказать, что в последующие годы были организованы еще 11 презентаций книг Ивана Михайловича Билана. Сегодня, спустя 20 лет, у нас есть возможность продемонстрировать уникальные фрагменты видеозаписи презентации этой книги. Презентации 2005 года, сохраненные в Краеведческом электронном архиве библиотеки. Каждый человек, того не ведая, пишет книгу своей судьбы, книгу своего бытия. Но для кого-то это остается только в мыслях и в памяти, а у кого-то, как у Ивана Михайловича Билана, перерастает в реальную рукопись, которая творилась по велению души, по зову сердца. И так появилось на свет еще одно творение души и ума. Книга замечательного нашего земляка Билана Ивана Михайловича «По зову сердца 2». Но прежде хочу обратить ваше внимание на несколько строчек из замечательного стихотворения «Запомните утро», опубликованного в этом сборнике, и убедиться, как они точны. О люди, забудьте о быте, забудьте о мелочном зле. То утро, как счастье открытия, в единственном будет числе. Как и многое в нашей жизни, эта творческая встреча неповторима. За прошедшие годы ее участники, школьники, активисты нашей библиотеки стали взрослыми людьми. Ребята, узнаете себя? Пишите. Если приезжаете в поселок, заходите в библиотеку. Мы скучаем по вам. Сменились поколения. Знаете, ведь именно 20 лет
по теории поколений, разработанной американскими писателями Нилом Хау и Вильямом Штраусом, именно 20 лет отделяют представителей одного поколения от другого. Некоторых участников этого мероприятия нет уже с нами. И мы с чувством горечи, скорби, глядя на кадры, их вспоминаем вместе с Иваном Михайловичем. Перелистывая страницы книги «По зову сердца», вернем на короткий миг незабываемые, оставшиеся в единственном только числе некоторые моменты презентации 2005 года с переходом на фото, видео, фрагментов творческих встреч, билановских чтений разных лет. И таким образом нам с вами, друзья, предоставляется возможность удостовериться в том, что и на протяжении 20 лет, и в настоящее время поэтические строки из этой книги еще ярче звучат по зову сердца и не перестают покорять своей жизненной искренностью и лиризмом. Великая, необъяснимая сила творчества. Что это? Чудо? Колдовство или волшебство? Что за сила командует нами, как стихия, как мартовский взрыв? Неожиданный мощный цунами налетел, мою душу накрыв, и, подобно волшебнику-магу, поддержав поэтический бум, заношу, торопясь, на бумагу, что диктует мне сердце и ум. Я хочу сказать, если кто не знает Ивана Михайловича, побеседуйте с ним 15-20 минут, вы его действительно узнаете. И вам захочется созидать, и вам захочется творить, и вам захочется жить. Иван Михайлович, я вас благодарю. Я первый дарю ему свою книгу, Сергею Павловичу, как замечательному Акиму, прекрасному человеку. Такого Акима я его называю Качарским Петром Первым. Качар, Качар, как мы горды тобой, ты светлый образ в жизненной судьбе. Живем с тобою мы одной судьбою и будем вечно преданы тебе. Родной Качар, твоим успехом рады. Звучит Качар волшебнее всех чар. И нет для нас возвышенной награды, чем наше слово гордое Качар. Прости, Качар, наш небольшой поселок, ты полон дерзких, пламенных идей. Здесь очень много умных, веселых и просто замечательных людей. Наш Качар, тобой гордиться будем, прожить готовы мы с тобой свой век. Пускай живется радостно всем людям, пусть будет счастлив каждый человек. Пусть будет счастлив каждый человек. Пусть будет счастлив каждый человек. Пусть славится объединение, его успехом каждый рад. У Сарбая и Качара драгоценная руда, достижение лишь начало превосходного труда. Наверное, в поселке не осталось ни одной организации, ни одного частного предпринимателя, которого не заметил бы Иван Михайлович. Главы «Качарская новь» и «Посвящение» – это своеобразный путеводитель по Качару. Давайте попутешествуем по страницам. Вам нравится Качарский конь? А больничные звезды? Давайте пойдем на огонек в культурный центр Качар. Куда? В клуб, в Дом культуры «Юность». И заглянем к нашим библиотечным богиням. А сколько предпринимателей у нас в поселке? Рыночные первопроходцы. Вперед, Руслан! Домовой с головой. Попутного ветра 1000 мелочей. За тройку 5. Весь поселок в книге Ивана Михайловича, вернее, в этих двух главах. Можно
смело назвать Ивана Михайловича летописцем нашего поселка. Дорогой мой тезка Иван Михайлович, от Ивана Алексеевича, от всего моего коллектива, низкий поклон. Я зову сердца, восхищенно внемлю, и в этом зове наша тайна вся. Я так люблю свою родную землю, такую землю, где любить нельзя. Признания теперь еще покрепкий, О вы, ветераны великой, вы общество гордый запас, и как еще очень безлика такая забота о вас. Он мудрец, между прочим. Да. Ага. Особенно вот эта его рубрика «Философические этюды» или «Эскизы». Удивительная вещь. Там столько ума, сколько мудрости, столько знания жизни, знания людей. Читаешь и восхищаешься. Добро – это нежный котенок, зло же – коварнейший волк. У волка и ход очень тонок, и свой рассудительный тон. Злодействовать волку недолго, котенок сверкнет, как гроза, и у свирепого волка он выцарапает глаза. Велика просвещение Нива, широки просвещенья дела, и глядим на нее мы ревниво, и следим, чтоб в порядке была. От имени наших учеников всех и учителей, ветеранов наших всех, поздравляю вас с таким замечательным днем, с выходом вашей второй уже книги. Я вам прочитаю стихотворение педагогу. В наш век борьбы и революций, разоблачений и тревог, какие истины вольются в сердца и души, точно Бог. Да, к жизни пламенно готовясь, пусть дети навсегда учтут, есть Бог один, Он честь и совесть, любовь, порядочность и труд. Проучились вместе много лет и будем продолжать еще учиться, пока познаем жизненный секрет, пока поймаем свою жар-птицу. Запомним навсегда мы их уроки, и станет на душе у нас сильней, и не смутят нас трудные дороги. Иван Михайлович был частым гостем на библиотечных мероприятиях, не пропустив ни одного в цикле «Да здравствует классика». Он сам трепетно относился к произведениям русских классиков и впоследствии некоторым из них посвятил свои поэтические строки. Скажу без всякого елея, народ наш так к тебе привык, что праздником день юбилея зовет всяк сущий в ней язык. Поэт, в тебя до слез влюбленный, твой правнук раскрывает том. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Мы читаем стихи Ивана Михайловича, репетируем школьные истории Тани Молчанкиной, Светы Двойкиной и других персонажей из книги. Смеемся и грустим. В сердце словно нож вонзился, а по телу дрожь и жар. Возле школы приземлился преогромный яркий шар. Излучает он сияние, точно зрелая луна. Это инопланетяне. В страхе ахнула она, Света шепчет. Что им надо? Вдруг табло из наших слов
Собираем экспонаты для космических миров. Нам нужны из вашей школы те, кто так тревожит вас. Наши школы просто голы, двоечников нет у нас. Их у вас такая масса, каждый чем-то знаменит. Их всех вытянет из класса наш космический магнит. Света в страхе закричала: «Я исправиться хочу, я из нашего качара никуда не полечу. Буду так теперь учиться, всех на свете обгоню. Мама будет мной гордиться, всю обрадую родню». Светка Шмык подруге Тане сразу выпалила вмиг: «Знаешь, инопланетяне, нас с тобой и всех таких. Предлагаю, слышишь, Таня, перейти скорее, Тань, нам на самовоспитание, чтоб не знать их планетян». Тем не менее, Светлана у кого-то на виду, но чтоб было без обмана, я все справки наведу. Молодцы. На работе или в обществе где-то, день рождения или праздничный час, своего вспоминайте вы деда, он учил и воспитывал вас. Если вдруг одолеют недуги, станет муторно от всего, с интересом, без всякой натуги, вы прочтите книги его. О судьбе книги в наши дни он с горечью размышляет в монологе отчаяния и гнева, который занимает достойное место в этой книге. Что в книге пропал интерес у людей, как было в эпоху застоя? И что, у читателей нынче застой? Такое я вижу впервые. Уже не в чести гениальный Толстой и все остальные толстые. О, книга, твоя незавидна судьба, и в горле сжимается ком. Неужто народная наша тропа к тебе зарастет сорняком? О, книга, великое чудо, творение души и ума, тобой восхищаться я буду, с любовью листая тома. Магическая библиотека, я в этом уверился сам. Духовная наша аптека и настоящий бальзам. На трассах нелегкого века, в борьбе суматошных идей, как церковь, библиотека, становится все, становится все, становится все родней. И книга на перекате суровых и громких веков. За книгу не упрекайте, она мой бальзам. У меня набралось очень много стихотворений. План и выпустить специальный популярный сборник, который называется «Признание и посвящение». Вот я там буду признаваться в любви всем, кого знаю, и кому уже попризнавался. Этому конца нет. Спасибо, что вы так хорошо настроены, так хорошо признали мои заслуги. Большое вам спасибо. По словам Иосифа Бродского, только две вещи оправдывают существование человека на земле. Это любовь и творчество. Как необыкновенно точно это подходит к жизнедеятельности Ивана Михайловича Билана. Ведь для него любовь и творчество всегда были категориями постоянства. А вы никогда не задумывались, почему талантливого человека часто сравнивают со звездой? Может быть, потому что талант дается свыше? Или потому, что такой человек освещает нашу жизнь, делает ее ярче, богаче? Стоит, наверное, поразмышлять. Но, говоря стихами Ивана Михайловича, мыслящие мы бессильны тут. И гадать над тем вопросом будем. Звезды и Вселенная живут по законам, неподвластным людям.